Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто по уши в вас влюблен? Давайте посмотрим, кто этот человек, что за персонаж. Загадайте на себя, ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Здесь несколько человек. У кого-то из вас отыграется, что сразу несколько мужчин в вас влюблены. Но у кого-то один либо второй. Почему нет? Итак, мои хорошие, давайте пойдем по порядку. Здесь мужчина, который носит какой-то головной убор. Панамка, шляпа, бейсболка, что-то он постоянно на голове носит. То ли он что-то прикрывает, например, там неудачную стрижку, то ли у него там залысины, может быть, вообще озеро у него на голове. Но он что-то прячет. Он носит эту шапку, давайте так назовем шапку в кавычках, да, да может быть что угодно, вплоть до того, что там бандану может носить, для того, чтобы скрыть какой-то, на его взгляд, свой дефект. Вот, постоянно носит головной убор. Ну и все об этом знают, что он скрывает дефект, и все с него понемножку посмеиваются. Человек, он неплохой. Человек, который способен к серьезным отношениям, но по какой-то причине сам же эти серьезные отношения избегает. С этим человеком вас что-то связывает. У одних отыграется, что вы живете в одном доме, у других, что вы в одной компании состоите, да, может быть, он как чей-то друг, либо чей-то родственник. Ну и также, возможно, вы вместе работаете. Да? Чем-то вы все-таки с ним связаны. Между вами троек очень много. То ли много общих знакомых, то ли вы много лет уже с ним знакомы и поддерживаете вот какие-то дружеские взаимоотношения. Этот мужчина влюблен, причем он влюбляется с каждым днем все сильнее и сильнее. Он к вам относится как к звезде, понимаете? Он для себя сам решил, что я недостоин, либо куда мне до нее. Она никогда меня не примет, она никогда со мной не захочет, да, быть вместе. Вот как звездой вами любуется, но любуется постоянно. Постоянно он в вашу сторону смотрит. Если вы в зоне его глаз, то его глаза следят только лишь за вами. Смотрит, запоминает. Ну, а потом, когда он остается наедине сам с собой, он начинает прокручивать все, что он запомнил о вас, с вами связанное. Да, мечтает о вас очень часто. У него много было возможностей к вам подойти, просто позвать на свидание, да? Но он никогда этого не делал. Никогда. Не делал, как я уже сказала, по той причине, что считает, что он вас недостоин. Вы для него действительно вот звезда, небожительница, а он там простой смертный. Есть еще какая-то женщина, которая постоянно над ним подшучивает из-за вас. То есть она видит, как он смотрит на вас, и она его подстебывает этим. И ему это очень неприятно, прям до слез неприятно. Он, кстати, очень эмоциональный мужчина. Кстати, возможно, этот мужчина играет на каком-то музыкальном инструменте, пишет стихи, либо такой, знаете, весь романтично-поэтичный такого склада мужчина. Вы на этого мужчину всерьез не обращаете внимания. Да, он есть в ваших глазах, он есть в вашем сознании, но он просто как тройка, да, как друг, как знакомый, как кто-то, да, кого я долго знаю, но не придаю никакого значения, никакого веса вы ему не придаете. С этим мужчиной что-то не так. Вот смотрите,
Он, в принципе, не дурак, и не алкоголик, и не какой-то там больной, душевно больной человек. Но он постоянно как на одном месте топчется. Он не растет, он не развивается, мало чем как бы интересуется, абсолютно не амбициозный. Вот какой-то он прям совсем простой-простой. А может быть, он и ленивый у кого-то отыграется. Да? Ему лень чуть-чуть больше напрячься, да, для того, чтобы хорошую должность занять, там, больше денег заработать, повысить свой статус. То есть он этого не делает. У одних отыграется, что в принципе ему это все по боку, да, безразлично, а у других отыграется, что он действительно ленивый. И напрягаться ему не хочется, да, ни к чему. Вот, то есть я живу так, меня все устраивает. Но опять же, смотрите, он влюблен в вас, он вас видит звездой, вы где-то рядом находитесь, и вместо того, чтобы вас добиваться, он предпочитает вас тайно любить, да, быть таким вот тайным, несчастным поклонником. Да, что-то с ним все-таки не так. Живет он либо один, ну, либо с мамой, скорее всего. С мамой, либо с дочкой. С какой-то женщиной, родственницей он живет. Но не жена. Не жена и не подруга. Потому что ему не до женщин. Он вас любит, да, вы его звезда. Кстати, любит он вас уже давно. Давно считает, что вы его. Но, правда, это все на расстоянии. Но что поделаешь, да, она же звезда, а я всего лишь там простой смертный. Да, и между вами эти две тройки. То есть он играет роль как знакомого друга. Ну и вы так к нему уже относитесь. Да? Ну, друг и друг. Там, знакомый и знакомый. И что дальше? Много у вас таких знакомых, как он. Не сейчас, девочки, не в ближайшем обозримом будущем, но чуть попозже. Я вижу, что какая-то ревность у него к вам пойдет и спровоцирует его на какое-то активное действие в вашу сторону, чем очень сильно вас шокирует. Видите, такая длинная извилистая дорога, и вот мужчина здесь какое-то действие предпринимает в вашу сторону, шокирующего характера. Ну, что вас может шокировать? Ну, подойдет к вам, да, скажет, что я тебя люблю, да, ты моя, не смей ни с кем другим гулять. Да, может быть, так скажет, может быть, просто подойдет, пригласит на свидание, и вы будете в шоке, потому что от него именно не ждете. Что-то он будет предпринимать. Но для вас это будет шоком, да, то, что он к вам проявился. Но опять же, ревность, значит, какой-то случай будет, да, может быть, вы там с мужчиной познакомитесь, может, общаться начнете, и он увидит, возбудится и сразу же прибежит к вам и чем-то вас шокирует. Но плохого он ничего вам не сделает. Ну, он не из того теста, чтобы женщин обижать. И, в принципе, ему это, знаете, как и ни к чему. Вот чувство есть, он вас так издалека любит себе потихонечку, и этим рад. Да, увидел вас, день удался, не увидел, ну что ж, буду скучать, буду грустить по ней, буду искать ее взглядом. Вот такой мужчина, как флегматично-пассивный, что ли. Но ревность у него пойдет. И это будет знатная провокация. Ну, поживете, увидите. Я не могу вам рекомендовать этого мужчину. Мне кажется, он слишком прост для вас. И если бы он действительно был каким-то выдающимся, либо у него там потенциал какой-то был, вы бы его заметили. Вы давно его знаете. Вот правда, очень давно знаете. Знаете, местный какой-то дурачок, может быть. Ну, это я утрирую, конечно, вы меня извините. Ну, а что можно сказать о человеке, у которого нет амбиций? Человек, который ничем не интересуется. Вот люблю, безумно люблю, но люблю издалека. Не буду подходить, потому что я ее недостоин. Ну, это как-то очень странно, да? Это его как-то не очень хорошо характеризует. Хорошо, с этим закончили, давайте к другому перейдем. А вот другой мне нравится больше. Но другой он очень дерзкий. Очень дерзкий, очень такой резкий. Гроза женщин. Он умеет нравиться женщинам. Он умеет найти там любой ключик, любую отмычку к любой женщине, к любому женскому сердцу. Мужчина, у которого было очень много связей интимного характера. У него там целая коллекция женщин, я бы даже сказала, такой гарем, да, из женщин. Но все они как будто бы его бывшие. И вот смотрите, они все бывшие, но все они к нему горят по сей день. То есть здесь месяца идут, месяца и луны. То есть какие-то женщины в прекрасных таких впечатлениях о нем,
какие-то женщины до сих пор его любят, да, никак забыть не могут. Плохого о нем не думают, наоборот, как-то хорошее думают. Я же говорю, он умеет с женщинами обращаться. С этим мужчиной вы уже где-то пересеклись. То есть это такой Жигало Казанова. Вы с ним где-то пересеклись. И у него глаз на вас загорелся. Вы его покорили тем, что вы очень строгая, очень такая, знаете, знающая себе цену, и вы на него внимания не обратили. Может быть, он вам не понравился. Может быть, вы знаете о его вот этой скандальной репутации. Но вы как-то его то ли отвергли, то ли мимо прошли, то ли каким-то очень холодным взглядом его там просто ошпарили. И вот он о вас думал много, думал часто и поймал себя на мысли, что вы какая-то невероятная, как не от мира сего. Какая-то редкая, уникальная и вообще как феечка, да, для него. Он такой, не женщина, а бриллиант. Смотрите, здесь мужчина считает вас звездой, а этот считает вас феей. Феей, которая его очаровала. И вы знаете, вот с каждым, не просто днем, а с каждым, не знаю, часом, минутой, вот этот красавчик на вас очень сильно загорается. То есть он думает о вас, он ловит себя на мысли, что вы абсолютно иная, ни на кого не похожая, и у него такой бешеный, просто бешеный интерес в вашу сторону. И впервые, наверное, за долгую его эту карьеру пожирателя женских сердец, он хочет узнать вас, почему вы такая, почему у вас такой характер, почему вы его там отфутболили, а в меньшей степени хочет вас там соблазнить. Понимаете, что вы с мужиком делаете? Но этого вы тоже знаете. Это красавчик, ваш местный красавчик. Тот, кто прям самый красивый мужчина на районе, да, либо самый красивый мужчина на работе. Гроза всех женщин. Ваши подруги 100% в него влюблены, либо им восхищаются, ухают, вздыхают, когда он проходит мимо. Господи, не поверите, говорю про подруг, а у меня гуси пролетели. Но правда, многие о нем говорят, девчонки, многие. И о репутации его вы слышали, его вы много раз, наверное, видели. Ну, есть такое. Возможно, он даже за вами пытался ухаживать, а вы его видите, букет вот прям рукой такая: нет, не хочу, не нужны мне ваши букеты, да, не хочу, не надо. Отвергли. Видите, вот он, букет вам дает, а вы рукой отпихиваете этот букет. Да, возможно, было. Да, мужчина, которого вы отшили, скорее всего. Причем достаточно жестко, да, холодно и жестко. Отбрили, да, не отшили, отбрили. Вот. И вот он все никак успокоиться не может. Все думает, все влюбляется и влюбляется в вас. Знаете, сдается мне, что тут судьба руку к этому приложила. Видите эту огромную птицу, которая летит вниз и несет рог изобилия? Видите? Вот она, птица. Вот ее хвост, вот ее клюв, вот ее крылья. И летит она и к вам, и к нему. Возможно, чувства, которые вспыхнули между вами, вернее, не между вами, а у него к вам, они ему даны именно для того, чтобы он поумнел, для того, чтобы он остепенился, для того, чтобы он нормальным стал. Да, не бабником, а нормальным. Да, конечно, тут интересная ситуация. Не знаю, как вам об этом сказать, но скажу как есть. Не обижайтесь, пожалуйста. Сдается мне, что именно с этим красавчиком вы и будете в отношениях. И в отношениях очень-очень славных, счастливых отношениях, теплых, романтичных. То есть любовь любовная нагрянет. Как будто бы сама судьба вас сводит. Но для мужчины здесь урок, да, что нужно меняться, что нужно соответствовать, что нужно становиться серьезным, порядочным, а не вот эта вот куча женщин, как гарем. Да, пусть не сейчас, пусть не в самое ближайшее время, но судя по расположению этой птицы, справа летит, да, на вас двоих летит, рог изобилия несет. Но это любовь она вашу несет. Любовь будет изобильной, ее будет так много, и она будет взаимной. У него к вам, у вас к нему. То есть вы как друг другу по судьбе, чтобы у вас были отношения. То есть это как будто бы еще все впереди у вас. Ну да.
но он уже влюбляется. Причем, как я сказала, да, с каждым днем все сильнее и сильнее. Я хочу взять для вас совет на оракулах. Просто вы такая женщина уникальная. Мне прям очень интересно, что вам карты посоветуют. Потому что, судя по песку, вы должны выбрать этого вот красавчика, брутала. Да? По крайней мере, судьба на этом настаивает. Как будто бы готовит вас друг для друга. Во-первых, хочу узнать, зачем вам такой мужчина? Зачем он вам, да? Почему именно он? Ух ты, Господи. Ну, хотите верьте, хотите нет, но судя по этим картам, он должен пробудить в вас какие-то безумные плотские желания. Да? А вам этого не хватает для того, чтобы ощутить полноту жизни. Ну, коса — это про страсть, лиса — это про очарование, это про вот эти все такие милые штучки, да, соблазнения. Но и ваша карта вышла, понимаете? Он должен пробудить в вас невероятную страстную женщину. Да, теперь понятно, да, почему у него столько женщин, он набирался опыта, он теперь умеет пробуждать. Хорошо, какой совет вам дадут карты? Какой совет? Ну вот что я вам говорила про птицу. Вот она птица, вы ее сами видите, да? Клюв, крыло раз, крыло два, вот он хвостик. Вот она посредине и вышла. Вот она вы, вот он этот красавчик. Здесь он у нас на каком-то транспорте показан, и здесь это всадник. Видите? Судьба вас сводит. Какой совет? Довериться судьбе и быть счастливой, девочки. Вот такой совет вам дают оракулы. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.